Собственно, и все. А пока имя кандидата на пост премьер-министра неизвестно, пока партия Нур-Отан готовится к проведению своего съезда, во время которого президент пообещал поставить перед новым составом правительства новые задачи, саму ситуацию отставки кабинета министров комментируют отечественные политики и политологи. Одним из первых об отставке высказался в своем твиттере председатель Сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Решение президента об отставке правительства своевременное. Ситуация в Казахстане вступила в новую реальность, что потребовало нового подхода к решению социально-экономических задач. Как говорит глава государства, различные программы приняты, есть цели, есть индикаторы. Однако, видимо, все-таки инструментарий недостаточно хороший. Глава государства обозначает необходимость качественного роста экономики, да, то есть именно чтобы Казахстан действительно развивался как индустриальная страна, чтобы мы выпускали, производили как можно больше товаров с добавленной стоимостью, это неприходящая цель, да, и во-вторых, это социальное самочувствие населения. Существуют все равно объективные задачи, которые нужно реализовывать. Это диверсификация экономики, это минимизация влияния сырьевого фактора на развитие, это минимизация нашей зависимости от конъюнктуры мировых рынков. Нам необходимо координировать собственные экономические планы. Например, есть разница в инвестиционном климате в регионе. Для того, чтобы синхронизировать наши экономические потенциалы, наше развитие, необходима совместная координация. Учимся, мы лечимся, мы живем, мы тратим средства на продукты, на всю жизнь, конечно же. Мы обеспечиваем свои семьи, мы пользуемся всеми благами, скажем, цивилизации. И каждый человек, конечно, стремится к тому, чтобы его жизнь была намного лучше. И самое главное, что к этому же стремится наше государство. Это все наши программы, которые приняты и которые, надо сказать, сегодня выполняются, конечно, у главы государства. Он держит руку на пульсе.